Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Крымским татарам в Крыму не дают провести памятные мероприятия. Крымчане могут онлайн подготовиться к тестированию. В Севастополе продолжают обсуждение нового генплана. Сейчас подробнее. Крымско-татарским активистам в аннексированном Крыму не дают провести мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа. В Симферополе российские силовики задержали около 12 молодых людей с крымско-татарскими флагами. Имена задержанных пока неизвестны. Также сегодня утром в Симферополе силовики задержали еще около 6 человек. У крымских татар взяли объяснения по проведению несанкционированного мероприятия. Об этом 112 каналу сообщил глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. На центральной площади было задержано 5 человек. Всех их доставили в центральный РОВД, опросили, составили протокол, выпустили уже. Ну и в то же время стало известно, что вновь задержали порядка 12 человек, которых также доставили в центральный райотдел полиции. Участие в несанкционированном публичном мероприятии. Подробнее о том, как воспринимают День памяти жертв депортации крымско-татарского народа в аннексированном Крыму и какие мероприятия прошли в Киеве, сможете узнать в эфире «Радио Крым Реалии» с Павлом Казариным сразу же после выпуска новостей. Абитуриенты аннексированного Крыма могут подготовиться к сдаче внешнего независимого оценивания дистанционно. Образовательная онлайн-платформа «Прометеус» запустила бесплатный курс подготовки к украинскому тестированию, который ориентирован на жителей оккупированных территорий. Об этом сообщил Пятому каналу сооснователь «Прометеуса» Иван Примаченко. Он рассказал, что при поддержке Министерства образования Украины запущены курсы для выпускников по украинскому языку и литературе, истории Украины и математики. Це курси, які комбінують з одного боку відеолекції найкращих викладачів і вчителів країни щодо підготовки до ЗНО, а значну кількість завдань, тестів, які дозволяють відразу абітурієнтам перевірити свої знання, і форум, на якому можна ставити запитання і отримувати відповіді, якщо щось не зрозуміло. А власне ці курси першопочатково розраховані на абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу. Зрозуміла ситуація, що окупанти відмінили викладання української мови, української історії. Крымчане могут пройти бесплатные онлайн-курсы подготовки к тестированию на сайте платформы prometheus.org.ua. Подробнее о правилах поступления крымчан в украинские вузы и возможностях получения дистанционного образования сможете узнать в утреннем эфире «Радио Крым Реалии» в пятницу 19 мая в 8:35. В аннексированном Севастополе продолжают обсуждение нового генерального плана. Сейчас в городе создано несколько провластных инициативных групп, которые занимаются рассмотрением обращений севастопольцев, недовольных российским генпланом. Всего собрано более 3000 гневных обращений жителей города. Российские чиновники обещают просмотреть все отзывы до конца мая, сообщил подконтрольный Кремлю директор Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко. Собрали порядка в результате публичных слушаний около 3700 предложений, 2000 это было писем и где-то 400 предложений на сайте. То есть вот на сегодняшний момент мы до, по-моему, 23 числа должны обработать и выпустить протокол. А после этого протокол этот будет опубликован, начнет работать комиссия. Проект генплана Севастополя вызвал массовые протесты местных жителей. Представленный горожанам новый российский генплан предполагает изменение 70% территории города. Российские чиновники переводят несколько районов частного сектора Севастополя в зону малоэтажной застройки, что дает возможность сноса частных домов в этих районах без согласия их владельцев. Развивать исламский мир необходимо в Крыму, считает назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов. Российский чиновник призвал главу Чечни Рамзана Кадырова провести следующую конференцию группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» в аннексированном Крыму. Третье ежегодное заседание группы «Россия. Исламский мир» закончилось сегодня в городе Грозный. В этом году акцент в работе группы сделан на разработке мероприятий по укреплению сотрудничества России и исламских государств. С новостями на сегодня все. С вами была Валерия Максимова. Желаю вам хорошего вечера. Услышимся завтра.
понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. Это Радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Сегодня важная, знаковая для крымчан и украинцев дата, объяснять которую, по идее, никому не нужно. Но мы все-таки еще раз проговорим. 18 мая, ровно 73 года назад, крымско-татарский народ был отправлен в депортацию. Его выселили с его родины, отправили в центральноазиатские республики, где он прожил до конца 80-х годов. Крымским татарам, в отличие от многих других депортированных народов Советского Союза, не позволили вернуться домой после смерти Иосифа Сталина. Если очень многие кавказские народы стали возвращаться обратно через 20, 25, 30 лет, то крымские татары пробыли на чужбине практически 40 с лишним лет. И из года в год, начиная с конца 80-х, на полуострове проходили в этот день траурные мероприятия, памятные мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Сегодня в Украине, кстати, объявлены точно такие же памятные мероприятия. В 12 часов дня, например, по всей стране была объявлена минута молчания. Украинская православная церковь Киевского патриархата звонила в своих соборах в колокола в память о крымских татарах, которые стали жертвами этого ужасного преступления в 1944 году. Но при этом всем на самом полуострове все происходит не слава богу. В течение всего дня наши корреспонденты отмечают, что в самых разных уголках полуострова силовики пытаются помешать крымским татарам, которые пытаются проводить памятные мероприятия, посвященные этой трагической дате. Вот о том, что происходит в разных городах Крыма, о том, как проходило 18 мая в Киеве, об этом всем будет идти речь сегодня в нашей программе. Сейчас небольшой информационный сюжет, а потом мы продолжим. 100 слов по теме. После аннексии Крыма на полуострове запретили проведение любых массовых мероприятий, связанных с Днем памяти жертв депортации крымско-татарского народа, которые проходят не под эгидой российской власти. Этот год не стал исключением. Местное руководство отказало крымско-татарским активистам в проведении отдельных мероприятий. Об этом сообщил глава Меджлиса Рифат Чубаров. Цього року вже четверте в Криму роковини депортації відбуватимуться в умовах тимчасової російської окупації. Цього року, як і попередні 3 роки, в окупованому Криму заборонені будь-які публічні заходи по вшануванню жертв депортації кримсько-татарського народу, окрім тих 1-2 заходів, які будуть проводитися під тотальним контролем оккупантов. Несмотря на запрет, 18 мая в Крыму прошла череда мемориальных мероприятий. По всему полуострову крымские татары возлагали цветы к памятным знакам и мемориальным доскам, проводили молебны. Все мероприятия проходили под пристальным надзором российских силовиков. Несколько человек фиксировали все происходящее на видеокамеры, у людей проверяли документы. 18 мая на центральной площади Симферополя задержали нескольких крымских татар. Накануне Дня памяти около 10 крымско-татарских активистов в Крыму получили вызовы в местное отделение подконтрольной Кремлю прокуратуры. В российском ведомстве крымчанам вручили предостережение. Крымско-татарский активист Нариман Джилял сообщил, что в документах силовиков сказано о том, что крымчане становятся организаторами противоправных мероприятий и могут быть привлечены к ответственности. В прошлом году тогда еще российский зампредседателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек назвал мемориальные мероприятия крымских татар политическим шоу. 23 года в украинский период устраивались радикалами Меджлиса политическое шоу на главной площади в столице полуострова и давало возможности нечистоплотным политикам обиды прошлого привносить в современную жизнь и тем самым противопоставлять народы Крыма по отношению друг к другу. Крымско-татарское население принудительно выселили из Крыма 18 мая 1944 года. Эшелоны с коренным населением полуострова направили в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Всего за 2 года сотрудники НКВД вывезли более 180 тысяч человек в товарных вагонах, в дороге и в спецпоселениях. По различным оценкам погибло от 25 до 46% депортированных. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию незаконной и преступной. В Украине депортация признана геноцидом крымско-татарского
крымского народа. День памяти отмечается каждый год 18 мая. Валерия Максимова для Крым Реалии. 100 слов по теме. Друзья, к нам поступают в течение всего дня такие достаточно разрозненные сообщения о том, где и как в Крыму пытаются крымские татары поминать жертв геноцида крымско-татарского народа, и где, соответственно, им пытаются мешать российские силовики. Может быть, нам удастся на самом деле как-то очертить общий контур происходящего вместе с нашим коллегой, корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком. Антон с нами на прямой связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Антон, из того, что вам сегодня удалось наблюдать, что самое важное вы бы постарались рассказать той аудитории, которая может быть достаточно поверхностно погружена сегодня в крымскую реальность или не может наблюдать за происходящим, или не видит отражения происходящего в российских медиа? Самое, наверное, главное, что сегодня в день памяти происходило в Крыму, это две реальности, которые не пересекались друг с другом. Первая реальность – это официальные мероприятия, в которых участвовали в том числе и депутат Бальбек, который только что вы слышали в эфире, который говорил про шоу. А вторая реальность – это движение крымских татар. Просто традиционно, как каждый год они это проводили, помянуть те события, помянуть тех, кто погиб при депортации, и вообще вспомнить о событиях того времени. И это движение, оно встретилось с очень ожесточенным сопротивлением со стороны российских силовиков, со стороны российских вообще властей. Самым первым звоночком, который поступил сегодня с утра, это отмена судебного заседания по делу Ахтема Чаегоза. Туда намеревались прийти крымские татары для того, чтобы, во-первых, поддержать зампреда Меджлиса и после минуты молчания отправиться возлагать цветы к памятному камню в Симферополе. Но им это сделать не удалось, и у суда, несмотря на отмененное заседание, уже утром было 2 автобуса с полицейскими, которые оцепили здание, непонятно от кого его защищая, поскольку заседания-то не было. И такое сопровождение полиции всех сегодняшних акций, которые проводили крымские татары вне официальной программы, оно примерно так сегодня и проходило. Несколько десятков человек за день по Крыму были задержаны. Это только тех, кого мы знаем и кого смогли отследить. Некоторые из них до сих пор находятся в отделе полиции. Угу. Вы знаете, мы просматривали российские сайты, которые были созданы для того, чтобы освещать происходящее в украинском Крыму. И например, одна из ведущих площадок, это, собственно, Крыминформ, она очень скупо уделяла внимание даже официальным мероприятиям, согласованным с властью, посвященным как раз-таки 18 мая. Буквально 3 новости нам удалось найти за весь день. И вообще, есть ли сегодня какие-то данные о том, из чего состояла официальная, согласованная с властями программа празднования, и насколько массовая она была, насколько она была, собственно, помпезной и так далее? Или об этом пока рано говорить? Мне сложно судить, поскольку все официальные мероприятия, они проходили примерно в одно время, что и неофициальные, и поскольку на вторых наблюдалось и нарушение прав человека, и вообще несанкционированные, и задержания незаконные, и какие-то сопровождения, все это полицейские действиями, то я, в общем, освещал их, конечно, но сегодня действительно было возложение цветов официально у камня у железнодорожного вокзала в Симферополе, там рядом в сквере у памятного камня. Вечером сегодня мероприятия будут на площади Ленина. Сейчас она обнесена полностью перегородками, оцеплена полицией, там нарисована огромная, на площади нарисована белой краской огромная Россия, на которой, видимо, будут зажигать свечи. Днем в 12 дня в Бахчисарае должны были открыть часть мемориала с железнодорожной станции, откуда, собственно, эти составы с крымскими татарами уходили из Крыма. Насколько массово судить сложно, потому что пока что я не вижу в том числе и каких-то видео, фото, свидетельств акций, которые там проходили. Могу сказать, что на неофициальных акциях, на возложение цветов у памятного камня в 12 дня, куда пришли крымские татары,
в сопровождении полиции, было, наверное, человек 350, так вот по моей оценке. В таком, наверное, количестве примерно все и происходило. Все это сопровождалось в Бахчисарае акциями и дуа, и возложениями цветов. В Алуште, я знаю, в Феодосии проходили тоже возложение цветов. Еще такой вопрос. Вы упомянули о том, что все эти проводимые под государственным зонтиком мероприятия, они сопровождались нарушением прав человека. А какие основные претензии были у российских силовиков по отношению к крымским татарам, которые, повторюсь, в рамках этого вне государственного контура поминали жертв 18 мая 1944 года? Это очень странная для меня, если честно, ситуация, поскольку все акции проходят и официально, и неофициально. Проходят под крымско-татарским флагом, который держат крымские татары. И, в общем, никто на самих акциях не преследует за этот флаг, не называет его политическим лозунгом и не объявляет эти акции каким-то незаконным собранием. Но когда они заканчиваются, за тот же самый флаг людей начали задерживать, вменять им административное правонарушение, несанкционированное массовое мероприятие, только за то, что люди шли с возложения цветов с крымско-татарским флагом. И за это задержано было несколько десятков человек в Бахчисарае. Задерживали автомобили, в которых находили крымско-татарские флаги. В Симферополе задержали сначала 5 человек, потом еще 10 молодых людей, потом еще 3, в том числе и несовершеннолетних. И только за то, что они шли с крымско-татарским флагом. Вменяли им несанкционированное массовое мероприятие. Да, спасибо вам большое, Антон. Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода», рассказывал нам о той реальности, которая сегодня, в течение всего дня продолжалась в крымских городах. И, согласитесь, очень сложно как-то рационально объяснить те претензии, которые, собственно, российские силовики выдвигают по отношению к украинским гражданам, которые у себя дома пытаются чтить память погибших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Любопытно, сегодня президент Украины Петр Порошенко выступал со многими заявлениями. Среди прочего, он назвал депортацию геноцидом крымско-татарского народа и преступлением, которое не имеет срока давности. Депортація – це є злочин без строку давності. А злочинці, які холоднокровно спланували акцію геноциду, не мають права на прощення. Моторошні спогади очевидців про депортацію і подальше життя в тих жахливих умовах, які підготувала їм радянська влада, нікого і ніколи не можуть залишити байдужими, скільки б часу не сплило. Друзья, и одновременно сегодня Петр Порошенко, он подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно крымскому татарину Ришату Аметову. Ришат Аметов, я просто напомню, это 39-летний крымчанин, который в первые дни после начавшейся оккупации полуострова российскими войсками выходил на акции протеста против как раз-таки действий официального Кремля. Его прямо во время его одиночного митинга неизвестные люди посадили в машину, увезли, а через 2 недели его тело было найдено со следами пыток. И, безусловно, Ришат Аметов — это один из таких к сожалению, таких символов несломленного Крыма, который не боится называть вещи своими именами, не боится называть оккупацию оккупацией, аннексию аннексией, не боится говорить о незаконности произошедшего на полуострове 3 года назад. И, разумеется, присвоение ему звания Героя Украины — это запоздавшее решение. Разумеется, оно должно было быть принято куда раньше, 3 года назад, 2 года назад. Но, с другой стороны, вы знаете, это та самая история, когда лучше поздно, чем никогда. Ришат Аметов — Герой Украины. И, безусловно, это сложно найти более подходящую кандидатуру для подобного звания. Друзья, к нашей беседе присоединяется Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, мы как раз говорили сегодня с нашими коллегами, с Антоном Наумлюком, о том, что происходит на полуострове, о том, почему, собственно,
российские силовики, и как именно они пытаются воспрепятствовать крымским татарам, которые вне государственного российского зонтика пытаются поминать жертв депортации крымско-татарского народа. И вот Антон говорил о том, что вот, условно говоря, есть такой себе государственный загон, в котором в рамках согласованной акции разрешается, а если ты в несогласованной акции просто даже идешь с крымско-татарским флагом, тебя задерживают и, например, пытаются впаять административное правонарушение. У вас есть своя собственная интерпретация, почему вот все так происходит сегодня на полуострове? Ну, я не знаю, какая тут может быть интерпретация, потому что это оккупированная территория, и там находится оккупационная власть, задача которых заключается в очистке Крыма от крымских татар и вообще от всего, что связано с коренным народом. Вот и все. Никаких больше объяснений этому быть не может. И все те лживые заявления, которые они пытаются продавить в Украине, на территории Российской Федерации, для международного сообщества, с привлечением в том числе и числа определенного небольшого прихвостней из крымских татар, которые согласились работать с оккупантами, основаны только на том, чтобы замылить глаза и представить реальность совсем не такой, какая она есть. Но что это такое? В день траура, 18 мая, когда все, по сути, должны быть вместе с крымскими татарами, когда этот праздник должен проводиться широко, массово, масштабно, когда все должны собираться на площадях, у памятных знаков, у памятных камней. Вместо этого ничего подобного нет. Мы видим только запреты, угрозы, предупреждения. Мы видим административные дела, которые заведены в отношении ребят, которые проехали с крымско-татарским флагом. И все. Крымским татарам просто показали на их место. Это село Сюрень, около Бахчисарайского района. Вот там скорбите и молитесь. И вообще по возможности делайте это тихо. Вот и все. Продажная и подлая оккупационная власть, которая двуликая и ничего позитивного или хорошего для крымских татар не принесет. Гаяна, если позволите, еще один вопрос. Вот сегодня Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины Ришату Аметову. Это, мы уже говорили, это важный, хоть и немного запоздавший жест, но ведь это наверняка лишь первый шаг. Вот на ваш взгляд, какие сегодня действия Киева могли бы помочь, во-первых, политзаключенным, а в принципе, ободрить тех украинских граждан, которые сегодня живут на полуострове и не соглашаются и продолжают называть вещи своими именами? Ну, смотрите, вот этот комплекс мер и рекомендаций, он постоянно озвучивается и Меджлисом крымско-татарского народа, и рядом общественных и правозащитных организаций, которые занимаются Крымом. Здесь он распадается на несколько составляющих. Требования к украинской власти – это отмена ряда законов, которые действуют, скажем так, условно, вернее, не условно, против крымчан. И постановление 1035, и 699, и закона о свободной экономической зоне, и рассмотрение ряда законов, которые определят статус Крыма в будущем, в частности, закона о статусе Крыма как крымско-татарской национальной автономии, и принятие закона о статусе крымско-татарского народа и так далее, и так далее. Что касается международного сообщества, то здесь постоянный мониторинг ситуации, создание миссий для контроля ситуации за полуостровом и поддержание этой темы на повестке дня, а также создание международного трибунала с соответствующим введением санкций персональных и общих в отношении государства-оккупанта. Потому что существующая там риторика о том, что мы сделали и делаем все, что хотим, поскольку Украина это не до государства, и руки у них до наказания не дойдут, не должна иметь подтверждения. Вы знаете, вот, Гаян, мы опять же сегодня встретили новость о том, что прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, он заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении преступления по статье «Геноцид» Иосифу Сталину, Лаврентию Берии.
Он заявил, что это только начало, в рамках досудебного расследования будут установлены другие участники и так далее, и так далее, и так далее. Я помню, как во времена Виктора Ющенко тоже уже возбуждались статьи по преступлениям, которые происходили там в 30-е годы, в частности, по преступлениям Голодомора и так далее. Вот если бы вы объясняли человеку, далекому от контекста, вот в чем символическая важность подобного шага, уголовное дело по факту депортации, которое случилось 73 года назад? Здесь даже не символическое, здесь юридическое подтверждение акта геноцида в отношении целого народа. То есть политически это действие, незаконное действие, преступное действие, жестокое действие уже получило должную оценку. То есть депортация 1944 года признана актом геноцида. А вот теперь необходима юридическая оценка, со сбором доказательств, сбором показаний свидетельств, с мнением и данными об участниках тех событий. То есть то, что сейчас делает прокуратура, это юридическое подтверждение уже вынесенному решению о признании депортации 1944 года актом геноцида. Все очень просто. Это то, что должно было быть сделано давно. Преступление срока давности не имеет, сколько бы времени ни прошло, они должны получать соответствующую оценку. И тем более надо спешить, исходя из того, что свидетелей этого ужасного акта становится все меньше и меньше. Понятно. Спасибо вам большое. Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа, была на связи со студией редакции «Крым Реалии». Сегодня еще, кстати, прозвучало мнение Рифата Чубарова, это, собственно, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Он с трибуны украинского парламента сравнил политику замещения населения в аннексированном Криму в последние 3 года з, собственно, фактом депортації. У своєму маніакальному прагненні очистити Крим від його корінних жителів та заселити півострів росіянами, Путін демонструє себе справжнім послідовником Сталіна, за наказом якого кримсько-татарський народ був підданий тотальній депортації зі своєї історичної батьківщини 18 травня 1944 року. Насильницькі викрадання та вбивство молодих кримських татар, чисельні напади та обшуки в будинках кримських татар, заборона діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу є свідомою політикою етноциду кримсько-татарського народу. Собственно, такое заявление прозвучало. Вы знаете, любопытно то, что, конечно, для поклонников империи вообще память о дне депортации, она, довольно такой неприемлемая. Почему? Потому что вообще депортация и память о депортации крымско-татарского народа, она разрушает, быть может, одну из главных духовных скреп современной России. Потому что это миф о Великой Отечественной войне. Потому что такое миф о Великой Отечественной войне в рамках такого в сознании просоветского человека? Это история про борьбу абсолютного добра под названием Красная Армия против абсолютного зла под названием Вермахт. И полутона невозможны. Но если говорить о том, что депортация — это преступление, то получается, что после того, как добро победило зло и освободило Крым от нацистов, никакого счастья для жителей Крыма не наступило. Потому что депортация, она же перечеркивает весь пафос. Получается, что вслед за освобождением Крыма последовала трагедия, что добро, победив зло, само совершило злодеяние. Именно поэтому многие адепты и Советского Союза, и нынешней России, они стоят перед очень простым выбором. Им либо нужно объявить, что Красная Армия и Советский Союз — это не вполне себе такое абсолютное добро в белых одеждах, либо заявить и признать, что после освобождения Крыма 18 мая 1944 года эта самая советская сторона совершила не вполне себе злой поступок. И тогда нет смысла обвинять советское руководство, куда проще обвинить маленький крымско-татарский народ. И многие идут, на самом деле, по пути этого достаточно подлого сценария. Не уподобляйтесь им, думайте сами, берегите себя и слушайте Крым Реалии. С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.